Владимир Уйба поблагодарил специалистов Центра имени Алмазова за помощь и содействие врачам республики, назвав ее неоценимой и крайне необходимой в текущей ситуации. Сам временно исполняющий обязанности главы Коми продолжает лично держать население республики в курсе всего происходящего. Вот его новое обращение. Уважаемые жители Республики Коми, добрый день. Сегодня очередная моя информация о состоянии в республике по противостоянию распространению коронавирусной инфекции. Я вчера оговорился, сразу поправлю цифры. Вчера 101 у нас было, плюс прирост 18, итого у нас на вчерашний день было 119. За сутки появилось 31 новый случай, итого сегодня у нас 150 случаев. Тем не менее, 245 случаев еще у нас стоят в лабораторном подтверждении. Общее число наблюдаемых 3751 человек. Как я уже вчера вам докладывал, всю ночь сегодня спецбортами прилетали бригады, всего прилетело 3 бригады, 5 специалистов из федеральных центров, они ведут сейчас работу. Я с ними уже встречался. Хочу сказать, что оценка федеральных коллег очень высокая. И уровень наших специалистов, реаниматологов, клиницистов по оценке федералов очень хорошая. То есть это специалисты, которые знают свое дело, знают свою профессию и выполняют свою работу достойно. Это радует. Что еще хочу сказать? По 2 больницам, по основным, по нашим информации. Коми республиканская больница. У нас сегодня в Коми республиканской больнице 236 человек. Как по этим людям? Да, и она у нас не остановлена. Вы знаете, что она имеет у нас специализированное отделение, которого больше нет в республике, это нейрохирургия. Поэтому как мы выстроили работу этой больницы? Вместе с Роспотребнадзором полностью поделили больницу на зоны, чистую и грязную. Чистая зона, там, где идет поступление плановых больных в нейрохирургию. Грязная зона – это там, где больные, вот эти 236, либо с подтвержденным, либо еще с неподтвержденным диагнозом. И судьба у них такова. Если диагноз не подтверждается, мы переводим этих пациентов в обсерватор, либо на дом под карантин. И это работа постоянная. То есть мы больницу разгружаем. Мы пациентов там не накапливаем. Мы, как только есть возможность, мы пациентов переводим. Те, кто не могут быть переведены по жизненным показаниям, конечно, продолжают там лечение, но мы выводим пациентов с подтвержденным диагнозом в другие отделения, чтобы не заражать людей больных, но не в подтвержденном диагнозом ковида. По Эжвинской больнице. У нас в Эжвинской больнице на сегодняшний день 76 пациентов с установленным диагнозом и 139 человек больных, которые лежат в больнице, но у них диагноз не подтвержден. Какова судьба пациентов тех и других? Понятно, 76 – это карантин, и мы этих пациентов наблюдаем в отделении вместе с медперсоналом. По 139, как только делается 3-кратное лабораторное исследование и не подтверждается ковид, этих пациентов переводим домой, либо в обсерватор под карантин. Если подтверждается, переводим в инфекционную больницу и дальше продолжаем лечение уже специфическое. Вчера был очень важный день, вчера был ВКС с президентом. Президент озвучил очень важные и для всех, для нас очень важные направления. Первое – это поддержка медицинских работников. Дополнительно выделены очень большие деньги для выплаты медработникам и врачам, и среднему персоналу, и даже прочему персоналу, например, водителям скорой помощи, которые тоже возят бригады, возят пациентов, дополнительные выплаты к ежемесячной заработной плате. Второе – это поддержка семей с детьми. Третье – это поддержка малого и среднего бизнеса.
И эти мероприятия, которые озвучил президент, полностью профинансированы. И эта работа непосредственно проводится у нас в республике. И еще у нас сегодня будет очень такое вторая половина дня с совещанием. Мы будем проводить в ВКС с Усинском, со всеми заинтересованными лицами. Почему? Потому что там провели перерасчеты за тепло. И эти перерасчеты для людей стали очень большими, очень накладными. Поэтому я сейчас дал первое задание – провести проверку этих перерасчетов. Второе. И сегодня, вот после того, как мы с вами пообщаемся, я это проведу в ВКС, чтобы мне доложили правомерность этих расчетов. Если они правомерны, тем не менее, примем меры, чтобы вы конкретно не пострадали. То есть точно совершенно заверяю, вы один на один с этой проблемой не останетесь. Найдем меры и поддержим. Найдем меры и решения. Спасибо вам большое. Снова напоминаю, режим самоизоляции, карантин – это тоже мера борьбы по нераспространению инфекции. Будьте здоровы.